прямом эфире ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. В огне уже 4000 квадратных метров. Такой впервые, что такой сильный, таких не было. Были они такие локальные, небольшие. Второй день под Нижнекамском горит полигон промышленных отходов. Когда потушат, выяснял Радик Фархулин. 35 участников и 4 профессии. Обмен опытом, как говорится, да? Увидеть новый завод. Об испытаниях конкурса «Лучший по профессии 2018» узнавала Юлия Муратова. Самый большой гастрономический фестиваль в Казани. Это не гарь, это называется барки, это специя, состоящая из 28 ингредиентов. Чем угощает вкусная Казань, расскажет Лилия Кашфарова. Понадобилось подкрепление. МЧС втрое усилило состав пожарных, которые тушат огонь на полигоне промышленного мусора в Нижнекамске. Сегодня здесь работали 55 спасателей и 37 единиц спецтехники. Названа предварительная причина пожара – это самовозгорание. Рассматривают и другие версии – поджог или брошенный окурок. Площадь пожара достигла 4000 квадратных метров. Как пережили минувшую ночь жители района и как готовятся к следующей, об этом далее. Видно было, что горит вот эта свалка. И горела она всю минувшую ночь. Жители села Прости вынуждены были спать с закрытыми окнами. К вечеру черный дым сменился на белый. Это значит, открытый огонь потушен, но мусор продолжает тлеть. Жители обеспокоены, ведь сегодня площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров. Мы же и на улице-то не выходили, раз предупредили, и уже на улице никто не выходил. И здесь вообще уже в поселке даже никого не было видно, чтобы ходили. И никто дверь не открыл. Сегодня в селе все разговоры только об этом. Жители уже выдвигают свои версии случившегося. Я обратил внимание, стоит машина, у них костерок. Вы думаете, что кто-то поджег? Да, это человеческий фактор. Версия поджога есть и в списке причин пожара у МЧС. Кроме этого, они рассматривают и другие возможные варианты. Будут вопросы и по технологии утилизации промышленных отходов. При извлечении данных отходов производства были нарушены ряд нормативов. На протяжении всего дня 13 единиц техники пытаются засыпать грунтом очаг возгорания. 25 человек работает над устранением огня. Пока мы не закончим ликвидацию данного очага, здесь люди будут работать. Сейчас Пожнадзор и следователи выясняют причину случившегося. Предстоит понять, какой урон нанесен экологии. Специалисты утверждают, пожар не угрожает населенным пунктам, и работы, скорее всего, будут идти еще несколько дней. Радик Фархулин, Галина Кондратюк, Фахри Исламов, ТНВ Нижнекамский район. Мощная авария сегодня парализовала движение транспорта в районе озера Лебяжье в Казани. Число пострадавших к вечеру достигло 10 человек. 6 увезли в больницы Казани и госпитализировали. Среди них были дети. На Горьковском шоссе в полдень автобус, следовавший по 72-му маршруту, столкнулся с внедорожником марки Volkswagen. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не убедился в надежности маневра, совершил разворот в неположенном для этого месте и столкнулся с автобусом. В результате аварии машина улетела в кювет. Пострадало 10 человек, среди них 2 детей и 1 ребенок 6-летний. Был доставлен в ДРКБ в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. К другим новостям. 15 площадок в Казани, 3 в Челнах, 1 в Новой Туре. Сегодня день сельхозярмарок. Свои товары напрямую продают фермеры и крестьянские хозяйства. С начала сезона уже реализована продукция на 345 миллионов рублей. Горожанам сельчане предлагают свежее мясо, молоко, муку, овощи по приемлемым ценам. Рустам Минниханов сегодня во время совещания в Доме правительства отметил востребованность сельхозярмарок. Президент обратился к главам городов и призвал их помогать фермерам и создавать все необходимые условия для комфортного ведения торговли. Это очень благое дело для жителей города. И вот эту традицию, это целая культура. Мы ее там десятилетиями уже проводим. И на самом деле очень на хорошем уровне. Это добрая традиция. Ее надо продолжить развивать.
Кто лучше всех собирает вертолеты? Это сегодня определяли на КВЗ. Там инженеры, слесари, сварщики, фрезеровщики поборолись за звание лучшего в профессии. Как ровно сделать швы, как заточить углы, от них зависит успех порой каждого полета в винтокрылах. Юлия Муратова увидела, какие требования к молодым специалистам. Надо быстрее делать. Здесь 35 ребят, им не больше 29 лет. Ирик Хисамудинов, один из них, признается, переживает как в первый раз. Хотя в конкурсе он давно не новичок, участвует с 2011 года. Его компетенция – слесарь-инструментальщик. Участвую для того, чтобы набраться опыта, чтобы потом получить разряд, чтобы самостоятельно работать, чтобы самоконтрольщиком был. Юрий Нефедов, сварщик с 10-летним стажем. Уверен, быть хорошим специалистом нужна серьезная подготовка. И конкурс для него – новый опыт. Профессия не из легких. Обмен опытом, как говоришь, да? Увидеть новый завод. Я здесь впервые. Узнаю других участников, определю свои навыки. Всего в конкурсе 4 направления: слесарь-инструментальщики, электросварщики, инженеры-технологи, фрезеровщики. Проходят они 2 этапа – теория и практика. На выполнение задания 50 минут, а на подготовку всего 5. Требований много, у сварщиков их 17 пунктов. Если смотреть по модулю, то здесь мы проверяем как габариты сварного шва, так наличие пор, прожогов. Победители оценивают по нескольким критериям: нет ли брака в работе, уровень знаний и навыков, соблюдены ли правила безопасности. Участник должен выполнить все в соответствии с конструкторской документацией и технологической документацией задания. Если оно соответствует полностью, то это является положительной оценкой. Очень большую роль уделяется рабочим профессиям не только в республике, но и в Российской Федерации. Поэтому с каждым годом набирает обороты конкурс. Итоги конкурса подведут 29 октября. Юлия Муратова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. По 2 сообщения в месяц о коррупции татарстанцы оставляют на портале «Народный контроль». Этот раздел на сайте еще новый, но жители пишут и о нарушениях в сфере ЖКХ, и образования, здравоохранения. И такие заявки не имеют срока давности, поэтому каждая уходит в работу. Сегодня мы спросили Сырью Сабурскую, как часто дела доходят до суда. Сырья Харисовна, здравствуйте. Добрый день. Уже 3 года, как татарстанцы могут сообщать о коррупции через систему «Народный контроль». Какие результаты и на какие сферы чаще всего жалуются? Незначительное число обращений поступает в систему, потому что, во-первых, при получении данной информации гражданин должен обязательно заполнить данные свои, вплоть до ЕСИА. Но в любом случае обращение имеется. Это вопросы, касающиеся коррупции в образовательных учреждениях, в дошкольных учреждениях, коррупция в системе жилищно-коммунального хозяйства, в здравоохранении. То есть во всех практически отраслях, если гражданин наблюдает коррупционные риски или наличие коррупции, он может направить свою заявку. Какие решения принимаются по итогам заявок и реагируют ли министерство, ведомство или конкретные чиновники на жалобы? И, может быть, есть примеры, когда заявка дошла до суда? Конечно, безусловно, любое обращение, оно берется на проработку. Могу привести пример, когда один из граждан города Казани пожаловался на то, что одно из управляющих компаний начислило незаконно ему достаточно серьезные средства, и он обвинил в коррупционных проявлениях данную управляющую компанию, и в конечном итоге мы вместе с данным заявителем обратились в суд, и было положительное решение в отношении данного гражданина. По сравнению с другими жалобами, например, на ЖКХ, на коррупцию жалуются все же меньше. Не связано ли это с тем, что люди боятся авторизации? Вы знаете, я думаю, что действительно здесь, наверное, несколько факторов влияет. Прежде всего, люди, может быть, боятся вообще, в принципе, сообщить о том, что имеется коррупционное проявление в той или иной сфере жизни. Боятся, может быть, затронуть членов своей семьи, возможно. И это тоже влияет на фактор того, что незначительное число обращений поступает в систему. А какая-то работа планируется ли вестись с тем, чтобы призывать людей все же не бояться, что необходимо авторизовываться? Иногда своевременная информация – это, с другой стороны, возможность человека предупредить
о том, чтобы он не совершил какого-либо преступления, как раз отвести его от той черты, которую уже переступать нельзя. И поэтому, наверное, вот быть таким более активным и не безучастным к судьбе даже другого гражданина мы призываем, конечно, на встречах, на семинарах, на совещаниях, которые мы проводим с модераторами, с муниципальных образований. Мы об этом выступаем на сходах граждан. Вот я сама, значит, часто бываю. И мы рассказываем о системе и вот говорим об этих закрытых, прежде всего, категориях, которые тоже требуют сегодня внимания со стороны граждан республики. Большое вам спасибо. Всего доброго. Спасибо. А утра по самолету кто-то даст добро полету. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают авиадиспетчеры. Люди, которые круглыми сутками внимательно следят за полетами воздушных судов и отвечают за их безопасность. Кто они? Люди, от работы которых зависит жизни сотен других. Рамиль Шайдуллин выяснял. Казань, подход 135,225. Хорошего полета вам, до свидания. Выезжая на взлетку, каждый борт получает добро на вылет от десятков специально обученных людей. Они на высоте 11-этажного дома, и здесь казанский аэродром как на ладони. Эти люди диспетчеры, и это они отвечают за порядок в небе как республики, так и всего Поволжья. Нам посчастливилось и самим хоть на чуточку ощутить себя в роли авиадиспетчеров. Конечно, трогать нам, непрофессионалам, здесь ничего нельзя, зато можно посмотреть и послушать, как регулируется порядок в небе. Цветные метки на экране – это самолеты, которые реально сейчас летят, и за них отвечают работающие здесь диспетчеры. Зеленый цвет – полет нормальный, красный – обрати внимание. На их мониторах реальная картина воздушного пространства. В 10 часов по Гринвичу здесь минимум 5 бортов. Кто-то заходит на посадку, кто-то готовится к вылету. Через минуты этот рейс отправится в Дубай. Полоса уже свободна, и она должна такой оставаться, иначе неминуема экстренная ситуация. Случаев таких было несколько, но можно один вспомнить. Это отказ закрылков было. То есть борт доложил, ушел на второй круг, но потом благополучно сел, все, выполнили все свои должностные обязанности. Эти люди обязаны быть готовыми и к такому, поэтому в часы, когда они не за наблюдением, диспетчеры работают за тренажерами. После отдых и подготовка к следующему выходу в эфир. Все-таки у нас строго установленный график работы, и за время нашего отдыха следят. У нас есть и во время смены перерывы, то есть более 2 часов мы не можем подряд работать. То есть минимальный перерыв – это 20 минут. Каждый день в зоне их внимания жизни сотен людей. Диспетчеры не вправе ошибаться и обязаны быть профессионалами. Кроме усидчивости важна стрессоустойчивость, и кроме высшего образования обязателен уверенный английский для связи с бортом в любой точке мира. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. А я напомню, что в нашей информационной службе есть мобильный номер 8 987 420 0101. Каждый может рассказать, поделиться новостью, фото или видеосообщением. Пользователи нам активно пишут и делятся информацией. «Восхождение и триумф». Сегодня впервые в Казани прозвучала мировая премьера симфонической поэмы Сергея Слонимского. Так открыли международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдуллиной. О масштабном проекте музыки авторов 20 века и впечатлениях зрителей Зарина Ахметова. В советский период музыка Софьи Губайдуллиной считалась авангардной и вредной для ума. Но прошло время, и она стала частью мировой культуры. Поэма-сказка, написанная ею в 1971 году, стала первым произведением, которое исполнили сегодня на открытии фестиваля. 10 премьер за 4 дня, что будет длиться фестиваль. Это и 33-я симфония, и поэма «Восхождение и триумф» – все композитора Сергея Слонимского. Одно из произведений мэтр посвятил юбилею Польши. Что отношения у политиков довольно такие скверные, напряженные, это не касается людей. Искусства, особенно музыки, потому что мы дружим. Наше дело дружить, налаживать сотрудничество, дружбу. Мои друзья в Польше – это самые такие крупные музыканты, включая Пендерецкого, покойного Ростиславского. Впервые казанской публике представили сонату для альта, струнных и челесты Дмитрия Шостаковича. Солистом этого сложного произведения выступил известный петербургский музыкант Алексей Людовик. Альт внешне похож на скрипку, но по звучанию на 5 нот ниже.
К своему инструменту музыкант относится трепетно. Не только потому, что ему уже более 350 лет, говорит, у него свой характер. Довольно капризный, поскольку он старый, он имеет право капризничать. Он реагирует на влажность, на погоду, на сухость, на температуру, на все. Окунуться в атмосферу современной музыки и стать частью «Конкордии» пришли зрители абсолютно разных возрастов. Кто-то даже приехал из другого города. Я приехала из Волгограда специально для того, чтобы попасть сегодня на фестиваль. Поэтому я считаю, что он достаточно интересен. Фестиваль, он всегда радует и душу, и сердце. И хочется услышать высшую гармонию, музыку сфер. Пришел послушать оркестр, я давно не слушал его, я люблю это очень дело. Фестиваль «Конкордия» продлится до 3 ноября. Второй фестивальный день 24 октября будет посвящен творчеству выдающегося советского и российского композитора Алексея Рыбникова, создателю музыки к известной рок-опере «Юнона и Авось». Зарина Ахметова, Алмазия Динов, ТНВ «Казань». Отсутствие снега для этих лыжников не проблема. Сегодня в Казани прошли соревнования по лыжероллерам. Их посвятили столетию ВЛКС. На старт вышли больше 60 спортсменов-любителей. Свободным ходом они преодолели 28 километров. Кто финишировал первым на последней гонке этого сезона, узнал Ленар Гинатуллин. Через минуту стартует мужчина группа 30-40. Для них что снег, что асфальт. Всегда найдут место для разгона. Это последние в этом году соревнования на лыжероллерах. На старте 60 человек, мужчины и женщины разных возрастов. Ания Галимуллина, многократная чемпионка СССР, сейчас встает на лыжи больше для поддержания формы. И от таких соревнований никогда не отказывается. Сегодня у меня соперника нет. Мне уже 60 лет в этом году исполнилось. Я одна в группе. Но в дальнейшем я хочу еще заманить других девушек. Первые на дистанции мужчины. Они соревнуются в 5 возрастных группах от 18 до 70 лет. Также и девушки. Трасса для лыжников хоть и не снежная, но довольно-таки удобная. Это ровная асфальтированная дорога длиной 7 километров. По ней проедут мужчины 2 круга, это 28 километров, а женщины 14 километров, то есть 1 круг. И вот мы видим первую группу финалистов, приближающихся к финишу. Шестой номер. Первым на финиш в мужском забеге пришел Александр Назаров. Говорит, победа далась непросто, вырваться вперед удалось за счет опыта. Я занимался биатлоном в Ижевской школе. В этом году завершил карьеру. В принципе, еще силы остались от профессионального спорта. И на этих силах и бегаю. А среди женщин победила Галина Суслова. На соревнования она приехала из Зеленодольска. Трасса отличная, ровная. Асфальт сухой, нам очень повезло. Все боялись, ехали, что будет дождь, скользко. Народ хочет соревноваться, а таких соревнований по роллерам организовывается мало именно в Казани. Я организовал, собрал. Федерации мне все это хозяйство одобрили в проведении этих соревнований. Как выпадет снег, спортсмены сменят роллеры на обычные лыжи. А в следующем году организаторы обещают проводить подобные соревнования раз в месяц. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Самая вкусная еда в одном месте. 2 дня жители и гости города могут полакомиться на гастрономическом фестивале «Вкусная Казань». 50 заведений, ярмарка фермерских продуктов, кулинарные мастер-классы, конкурсы и шоу. За всю историю фестиваль посетили около 100 тысяч человек. Это не гарь, это называется барки, это специя, состоящая из 28 ингредиентов. Копченый брискет – легенда техасской кухни. Кусок сочного мяса томится в смокере 42 часа. Мы ездили просто обучаться в Техас, приехали обратно и загорелись этой идеей. Кто-то обучался в Техасе жарить мясо, а кто-то в Италии варить сыр по рецепту пастухов. Сыр в мешочках для удобства навешивать на скотину и спускать с гор. Это сыр по итальянскому рецепту качокавалы. Переводится как повешенный на лошадь. Есть и авторские рецепты. У Фарита Загидуллина своя мельница, мешки с зернами, хлеб, вода и деревенская печь. Вот и весь секрет вкусного хлеба. В принципе-то до Парижа обратно пешком дойти с этим хлебом. Хлеб, творог, молоко, мясо, сыр и мед. Аллея фермерских продуктов на любой вкус и цвет. Такое народное гуляние, которое полюбилось, потому что действительно много еды, много интересных блюд. Весной вкусную Казань посетили более 25 тысяч человек. В этот раз ожидают не меньше. Угоститься домашними продуктами и ресторанными блюдами собрались гости со всего мира. Хлеб и мясо. Очень вкусно. Вкусный сыр. Не знаю, как называется, правда, с плесенью. Мне понравились тортики с пирожными.
очень Да, есть там колоритные пироженки. На празднике еды можно попробовать сотни блюд от 50 ресторанов, и каждый найдет себе что-то по вкусу. Я выбрала вот такой вот австралийский стейк по авторскому рецепту. Если блюдо понравится, за него можно проголосовать с помощью такого жетончика. Лилия Кашфарова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго. Всем привет! Начнем с того, что вызвало бурную реакцию в сети на этой неделе. Это высказывание Владимира Путина. Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Это все было на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Так что теперь, друзья, знайте, что мы с вами попадем в рай. Судя по комментариям, мнения по этому поводу у пользователей все же разделились. Кто-то считает, что все правильно сказано, а кто-то считает высказывание слишком резким, а кто-то просто тихонечко пилит у себя в каморке мемы. Вот, кстати, один из них. А как считаете вы? Друзья, я уже говорил, что наши татарстанцы очень предприимчивы. Если вы еще в этом сомневаетесь, то следующее видео специально для вас. Выкопал урожай картошки. Картошка обалденная. Сам всю не съем. Придется продавать. Кому надо, обращайтесь. Казалось бы, на первый взгляд, ничего особенного. Мужчина просто решил продать свежую, самостоятельно выращенную картошку. Но смотрите дальше. 20 рублей ведро. Самовывоз. Эх. Вот такая вот картошка. Вот такая вот иллюзия обмана. Я понимаю, конечно, что у нас век нанотехнологий, но не нано-картошки же. Кстати, этот ролик можно использовать для рекламы прожиточного минимума. Он тоже на словах большой, а на деле... Да, друзья, это тот самый случай, когда размер имеет значение. Кто-то продает мини-картошку, а кто-то жаждет станцевать с нашим президентом. Парень активно использует Инстаграм для привлечения внимания Рустама Минниханова, чтобы тот станцевал с ним. Но вот и я помог ему. Будем надеяться, что все получится у него, потому что наш президент к таким вещам настроен положительно. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Неделя президента началась со встречи в Каире с президентом Египта. Затем встреча с премьер-министром Туниса. После Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в городе Керчь. Также президент объявил о проекте «Великие имена России», в рамках которого мы с вами должны выбрать имена выдающихся соотечественников для аэропортов Казань и Бегишево. А как считаете вы, чьи имена должны носить наши аэропорты? Одна американка решила проверить, спасет ли ее собака, если она будет тонуть. Зря сомневалась, пес не подкачал. Не испугался, нырнул, ухватил за волосы и потянул. Ну, думаю, она, конечно, это все по-другому представляла. А что вы хотели? За что смог, зато и взял. Молодец. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте трагедия в городе Керчь. Вторую строчку занимает бой Федора Емельяненко и Чейла Сонен, где Федор просто взорвался и победил в этом нелегком поединке. На третьем месте футбольный матч Россия-Швеция, который завершился в ничью. И напоследок вам немного милоты. Посмотрите на эту настоящую братскую любовь. Всем хороших выходных. Будьте в сети. Пока. What do you got, Waylon? Hey, Wallace. Baby Wallace. You love him? Oh.
В автоцентре Марка есть все и сразу. Только в октябре японский Datsun Ondo от 369 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Семечки от Мартина. Качество всегда на высоте. Белкада кышкы сезон ачылышы. Бар нәрсәгә махсус бәяләр. Шәшке тон 40 мең сумнан, мутон 7, дубленкалар 27 мең сумнан башлап. Белка, Татарстан 7. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Дремать, Максим, причины нет. Хочу подарок от Фармленд. Этой осенью в аптеках Фармленд рекордный урожай подарков. Покупай дешевле, получай подарки. Пора, красавица, проснись. О, мне подарок. Браво. Зачем искать? Пора брать! В Марке на Чуйкова Nissan Qashqai в наличии всего от 1 миллиона 49 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Надежность в каждом элементе системы. Уверенность, что защита будет работать сколько нужно. Каждый день, год за годом, от победы к победе. Поэтому мы выбираем окна века. Надежно. Навсегда. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Не покупай автомобиль, пока не заехал в Nissan Canavto. Японские кроссоверы с выгодой до 400 тысяч рублей. Месяц запредельных выгод от Nissan Canavto. Подробности: Оренбургский тракт 209 или 230 30 30. Пришло время тряхнуть стариной. В Эльдорадо утилизация. Сдайте любую технику и получите скидку на любую новую. Вместительный холодильник «Индезит» за 15 374 рубля по утилизации. Ждем вас в Эльдорадо! Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Новая «Лада Гранта» держит слово. Совершите покупку автомобиля «Лада» в автосалонах «Канавто» и «Азина Авто» и участвуйте в розыгрыше нового автомобиля «Лада Гранта». Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ожидается переменная облачность, дневные температуры 7 градусов тепла. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями и также около 7 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызье, Менделеевске осадки не ожидаются. Столбики термометров покажут +5, +7. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтаси прохладно. Днем всего 6 градусов выше нуля. Для юго-запада 21 октября будет пасмурным, но сухим, +8. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Столбики термометров покажут +7. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В
Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашева, 11. Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни. Это просто. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность без осадков. Дневные температуры 6-8 градусов. Ветер северо-западный умеренный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.